Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Сённяшні мой суразмоўца, намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день. Ну что ж, поговорим про... Дакладней, ввогуле так, с партыі «Справядлівы свет», ну неяк так сталася ад жніўня 2020 года у мяне неяк не было ніякіх размоваў, таму паговорым пра ўсё і пра тое, як экс-камуністы ставяцца да таго, што адбываецца ў нашай краіне, і пра тое, што чакае левых у бліжэйшыя дні. З чаго пачнем? С анонса ці с ацэнкі? Ну, как хотите. Можно этого, можно и то. Можно... Добра, давайте тады з невялікага анонса. 7 лютага у Мінску пройдзе другі форум левых дэмакратычных сіл. Наколькі я ведаю, першы форум быў даўнавата так. В 2014 году. Да, ў 2014 годзе. Да. І раптам вырашылі правесці другі, калі тут пачаліся такія актыўнасці напярэдадні так званага ўсебеларускага народнага сходу. Гэта адмысловае супрацьпастаўленне? Я бы так не сказал, что это супрацьпоставление. Ситуация в том, что форум, который мы проводили, первый форум демократических сил Беларуси в 2014 году, там была принята определенная программа, наше видение левых развития Беларуси на 5 лет. То есть до 20 в принципе, года. И в любом случае, независимо от того, как бы развивались события в Беларуси, мы планировали, что мы этот форум так бы второй проведем. Но сейчас ситуация в Беларуси мы знаем какая, и, естественно, мы не отказались от того, чтобы провести этот форум. Тем более, что у белорусских левых, не только в партии левых «Справедливый мир», но и в партии социал-демократической партии «Громада», партии «Зеленые», так скажем, негосударственных профсоюзов, есть свое видение, значит, путей решения тех проблем, которые сегодня стоят по Беларуси. Как в политической сфере, так и в социальной сфере, так и в экономической сфере и так далее, и так далее. И, естественно, при наличии каких-то разных подходов у партий, своих как бы видения, у нас есть общие вещи, которые мы видим, мы их хотели бы донести до людей, донести до власти, что, на наш взгляд, необходимо сегодня делать, чтобы выйти из того клинча, который сегодня в Беларуси, и в политическом плане, и в плане социально-экономическом и так далее. Поэтому то, что мы проводим его, как бы сказать, накануне собрания так называемого народного, да, ну это просто такое совпадение, это не специально, это не специально. Не думаю. Это не специально, но тем не менее так получилось. Дарэчы, вось вы кажаце, мы хацелі б данесці сваю пазіцыю, сваё бачанне, там выйсці з клінча, як вы сказалі. Але наколькі я ведаю, вось вы ўзгадалі, хто будзе ўдзельнікам гэтага форуму дэмакратычных левых сіл. Партыя «Справядлівы свет», там тая ж самая беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Громада», ну, іншыя партыі, там зялёныя, але як мінімум вось лідараў двух партый «Справядлівага света» і «Громады» запрасілі ў якасці госця на гэты ўсебеларускі народны сход. Ну, пайшоў бы старшыня партыі Калякін і старшыня партыі Барысаў, і там выказалі пазіцыю. Ці вы будете зараз на гэтым форуме прописывать тое, с чем яны выступят на официальном сходе? Ну, во-первых, еще неизвестно, пойдут ли Борисов и Калякин на этот сход. Значит, в частности, насколько я знаю, значит, Борисов сказал, что они будут это решать. Мы тоже в воскресенье у нас состоится заседание Центрального комитета, на котором мы будем решать, идти или не идти на это Валерий собрание. Петрович, выбачайте, что перебываю. А сапраўды ёсць што вырашаць? Вот ёсць такие сумневы, ісці ці не ісці? Ну, я хочу сказать, чтобы не предверять как бы решение Центрального комитета партии, я скажу свое личное решение, да. Значит, делать там, конечно, нечего.
Значит, во-первых, это не делегат, это раз. Хотя и то, что касается делегатов, тут тоже есть вопрос, надо было ли туда делегироваться. Вот. Во-вторых, значит, слово там не дадут, это однозначно. Просто быть там статистом и своим как бы присутствием там дать возможность сказать власти, что вот мы же пригласили все, и все участвовали. Значит, это и вот и оппозиция участвовала и так далее. Поэтому я не думаю, что там как бы есть смысл какой-то, значит, туда идти. Потому что сказать, там, высказать свою позицию нельзя, значит, можно максимум, что, ну, при приглашении устном, пока оно и письменное уже пришло к нам в партию, значит, было сказано, что вы можете там подать в ящик, который будет стоять, там какой-то вопрос и так далее, но это неизвестно, ответит на него или не ответит. То есть, ну, никакого смысла там присутствовать нету. Но еще раз повторяю, это моя личная точка зрения. Значит, в воскресенье Центральный комитет партии решит, каким наше будет решение, в воскресенье будет ясно. Но, значит, мы решали Центральным комитетом партии, когда к нам пришло предложение с оргкомитета собрания дать свои предложения, и Центральным комитетом партии было принято решение, что все-таки, хотя не единогласно, значит, были многие против, что дать все-таки свои предложения, что должно решаться на этом собрании. И мы в Совет министров, значит, потому что он занимается, отправили свои предложения от партии. Но это все. Значит... Форум. Збяруцца дэмакратычныя левыя сілы, нешта вырашаць. І што? Вот што далей, вот сыходзячы з таго, што адбываецца, якая палітычная сітуацыя зараз у краіне? Я хотел бы сказать, что вот ведь до этого форума, который вот состоится, ведь все политические силы, в том числе левые, мы сегодня говорим о левых, они ведь высказали свою позицию, они принимали свои заявления по ситуации в Белоруссии, по выборам, там, после выборов и так далее, и так далее. Значит, и сейчас как бы мы планируем, что на этом форуме мы просто, ну, констатируем еще раз, но уже нашу общую позицию всех левых Белоруссии, значит, связанное, что на сегодняшний день мы видим, как можно выйти из той ситуации, которая случилась в Беларуси. Это раз. И, во-вторых, основной упор все-таки, значит, мы будем говорить на вопросах, связанных с социальными вещами. Ведь сегодня, так скажем, люди, которые протестуют против сегодняшней власти, сегодняшнего положения дел, они пока, на наш взгляд, мало задумываются о социальных вещах. Они больше о политических, о выборах, о конституционной реформе и так далее. А тем временем власти, значит, ведут явно антинародную, антисоциальную политику. Повышаются налоги, значит, идет разговор об уменьшении, значит, отпуска по уходу за ребенком, значит, и другие вещи, которые непосредственно связаны с каждодневной жизнью простого человека. И вот на фоне этого общего такого, в основном политических вещей, которые сегодня происходят, вот это как-то уходит в сторону. Вот мы бы хотели вот высказать свою позицию, что на наш взгляд необходимо сделать в плане экономическом, социальных вещах, значит, там есть конкретные вещи, конкретные цифры, которые мы, значит, предлагаем сделать в плане экологии сегодня и так далее, и так далее. То есть то, что сегодня вот пока, на наш взгляд, оно не на первом плане. Оно вот как-то там чуть заратушевано. Значит, вот мы хотим об этом сказать, и прежде всего сказать об этом людям нашим гражданам Беларуси и власти. Значит, то, что мы примем на форуме, мы, естественно, значит, представим это и Совету министров, и парламент, и в администрацию президента, и так далее, и так далее. Как мы делали это и после первого форума. Значит, те документы, которые были приняты, мы туда отправили. Поэтому вот эти вот вещи, связанные вообще с каждодневной жизнью человека, с его, значит, состоянием материальным, с его как бы вещами, связанными с зарплатой, с пенсией, с стипендией и с другими вещами, которые на сегодня как бы человек живет и которые власти все больше и больше отходят, с медициной, образованием и так далее. То есть социальные вещи в первую очередь. Вот мы на это хотели бы обратить внимание, и у нас есть конкретные, четкие предложения, что, на наш взгляд, необходимо сделать.
Естественно, на это нужны средства, конечно, это понятно. Значит, и у нас есть предложение, где взять, значит, деньги вот на то, чтобы провести, значит, реформы в экономике, в социальных вещах, чтобы повысить пенсии, чтобы зарплата там и так далее, и так далее. То есть у нас есть это видение общее для всех левых, и мы бы хотели его донести до людей и до власти, значит, и показать, что есть выход из вот этих ситуаций. Но и есть еще один момент, который как бы немаловажный. Почему мы говорим и о политических вещах? На наш взгляд, значит, вот провести все эти вещи, связанные с экономикой и социальными вещами, не проведя политические, значит, преобразования в стране, значит, ну, просто невозможно. Поэтому мы планируем в воскресенье принять два документа. Это один связан с, мы так условно пока называем политический манифест, где мы говорим, что необходимо сделать. И второе, более, так скажем, объемное, это социальный манифест, где мы расписываем, как мы видим дальнейшее развитие Беларуси в плане экономики, социальных вещей. А які маніфест ўсё ж таки першасны? Палітычны ці сацыяльны? Ну, я же сказал, что без политических вещей невозможно провести социальное. Вот без выборов, без конституционной реформы, без, во-первых, первое то, что мы говорим и планируем, что мы это примем, я не хотел бы заранее об этом говорить, но тем не менее, что мы примем, что в первую очередь это нужно прекратить всякие вещи, связанные с насилием над мирными жителями, над теми людьми, которые выходят на протесты, освободить всех политзаключенных и всех, кто сидит сегодня в тюрьме, разобраться и провести расследование и наказать тех, кто виновен в гибели и в таком бесчеловечном отношении к людям в местах лишения, там, где они сидят в СИЗО и так далее, и так далее. И вот эти вот вещи, конечно, они на первом месте стоят, потому что не решив эти вещи, не придя к какому-то согласию в обществе, которого явно нет, ну, дальше решать, эта власть, решать вопросы социальные, экономические в том разрезе, как мы предлагаем, она просто не в состоянии. Ну, глядзіце, ўсё ж таки, наколькі я разумею, для левых вельмі важнае менавіта сацыяльнае пытанне сацыяльнай справядлівасці і гэтак далей. Вось распрацавалі вы два дакументы, сацыяльны і палітычны, як вы кажаце. Перадалі ў Савет міністраў, там ці в адміністрацыю прэзідэнтаў, і ўлада вам кажа: слухайте, для того, каб вот была ўсё ж таки згода ў нашым грамадстве, мы прымаем ваш сацыяльны пакет, вот вашыя прапановы, і будзем яго рэалізоўваць. Палітычны, ну, канстытуцыйную рэформу вы ж ведаеце, мы тут зараз рыхтуем. Вот. Праўда, калі верыць там асобным, як яны сябе называюць, дэпутатам, то народ ніякай рэформы канстытуцыі не хоча на самой справе. Але мы рыхтуем, нешта будзе, а выборы, ну, будуць выборы, будуць, пройдзе, вот, ну, чакай, гэтыя ж ужо прашлі. Як там Лукашенко сказаў, мы правялі для гэтыя выборы, і вынік атрымалі, чакайце наступных. Вот. Что вы скажете? Ну, во-первых, это такие вещи, которые ты сейчас сказал, это просто невозможно. Но представим, что вдруг это случилось, да? Значит, ну, мы будем приветствовать такие вещи, связанные с тем, что если в экономическом и социальном плане будут изменения. Это очень хорошо для людей, для граждан, повышение возможностей, значит, зарплаты, пенсий, социальных вещей, выплат и так далее, развитие экономики, это хорошо. Но вся ситуация в том, что мы четко себе представляем, что сегодняшняя власть, которая есть и в центре, и на местах, она совершенно не в состоянии вот идти на те вещи, которые, ну, как бы сегодня видны, значит, на те вещи, которые просто необходимы сделать, на, значит, уменьшение государственного давления на предприятия, и на частные, и на, значит, те, которые находятся в подчинении
подчинение государству, больше активно дать возможности людям более активно и самостоятельно решать эти проблемы. Это значит, что власть, если пойдет на эти моменты, я бы даже сказал так, уступки, то она прекрасно представляет, что дать свободу в этих вещах, это значит дать свободу и дальше. Человек почувствует себя более свободным. Значит, ведь посмотрите, вот пример всех последних как бы вещей, которые проходят в Беларуси, да, ведь, ну, и власть говорит, и мы сами видим, что больше всего, значит, людей, которые выходят на улицу, протестуют против выборов, против фальсификации, против тех вещей, которые сегодня творит там ОМОН, милиция и так далее, это не простой рабочий с тракторного завода или с БелАЗа. Это люди довольно самостоятельные, это айтишники, индивидуальные предприниматели и так далее, и так далее. То есть люди, которым, ну, как бы так скажем, у них есть копейка, за что жить. То есть они не самые бедные, так скажем, они, в экономическом плане они не самые ущемленные. Вот. Значит, но они выходят, это значит что? Они выходят за другое, они выходят за свободу, за самостоятельность, они выходят за то, чтобы они имели возможность дальше развиваться, чтобы им дали возможность делать то и как они хотят делать, и так далее, и так далее. Поэтому вот эти вещи, я говорю о том, что люди, значит, почувствовав какую-то, если вдруг это случится, значит, экономическую свободу, вот в социальном плане, так скажем, более свободные, они зададутся дальше вопросом, а что дальше делать? И власть это понимает, поэтому, на мой взгляд, эта власть на это никогда не пойдет. Ну что ж, таким чином, все ж таки, сацыяльнае пытанне, эканоміка, нават левыя разумеюць, што без зменаў палітычных немагчыма. Так, немагчыма. Калі звярнуцца да класікі марксізма, ленінізма, як вы лічыце, ўсё ж такі сітуацыя склалася рэвалюцыйная ў краіне ці не? Вось калі, як там па Леніну, низы не хотят, а верхи не могут. Ну, если бы я все-таки марксист по своим убеждениям, да, и считаю, что вот Ленин все правильно описал, да, и исходя, если мы это принимаем, то исходя из тех вещей, которые вот случились и так далее, и будут дальше идти в Беларуси, я в этом убежден, значит, мы придем к смене, значит, власти и смене ситуации в Беларуси, но на данный момент мне кажется, что и еще и верхи могут пока. Уже не будем говорить, какими методами. Значит, мы видим, какие это методы, но они могут, да. И низы еще не созрели для того, чтобы уже как бы вот выйти и уже как бы нет, дальше нет возможности быть. Потому что мы видим, еще раз повторюсь, что все-таки трудовые коллективы, значит, они, ну, конечно, там тоже есть активные люди, и там забастовочные комитеты появились и так далее, но надо честно признать, массово-то люди не вышли, значит, не готовы. Значит, поэтому, мне кажется, пока еще вот той революционной ситуации, о которой говорил Ленин, мне кажется, в Беларуси пока нет. Но это не значит, что ее не будет. Она будет, однозначно будет. Вот при том развитии событий, которые сейчас происходят в Беларуси, это вот давление на людей во всех смыслах, и в экономическом, и в социальном, и в политическом, и в духовном, значит, нравственном, значит, идет это давление. Значит, и оно все равно приведет к тому, что будет сопротивление соответствующее, и народ все-таки не выдержит вот этого всего давления и поднимется. Но для этого, наверное, нужно время. Не наверное, а точно нужно время. И нужно работать с людьми. Поэтому вот то, что мы 7-го примем документы какие-то и политическом, и в социально-экономическом плане, мы ведь должны не только отдать его там Совмины, там, да, примут они, не примут. Мы должны прежде всего людям показывать, что вот есть другие, так скажем, пути развития Белоруссии, есть такая видимость, что это можно сделать и сделать
именно начинать сейчас в этих условиях, да, это не просто и не проблема одного дня там, или даже одного года, но тем не менее это можно делать и двигаться в направлении прогресса, а не двигаться к тому, что сегодня Беларусь движется в направлении регресса. Да вас пытанне як да марксіста. Пра вось гэтыя падзеі. Вы самі сказалі, што найперш на пратэсты выйшлі людзі, ну скажем так, якія не бедныя, з добрым прыбыткам, якія хацелі проста свабоды і гэтак далей. Як апісваюць эксперты, гэта больш падобна на буржуазную такую, скажем, рэвалюцыю. У гэтай буржуазнай рэвалюцыі, ну калі мы прымем вот гэты тэрмін, вам, марксістам, левым партыям, вы лічылі, што гэта не ваша? Вам по духу гэтыя пратэсты не блізкія, а асабліва калі ўсе пачалі выходзіць з бел-чырвона-белымі сцягамі, вы як людзі, ну скажем так, не вельмі блізка да сердца прымаючыя там пытанні нацыяналізма беларускага, что подумали? Ну, я начну с того, что скажу сразу, что да, это буржуазная революция. Да, она не социалистическая, она не народная, она буржуазная. Но в сегодняшней ситуации в Беларуси для того, чтобы каким-то образом сдвинуть вообще страну в сторону прогресса, значит, должна произойти буржуазная революция. Ведь сегодня сплошная диктатура, авторитаризм, однозначно. И возможности, так скажем, свои идеи приносить в массы и говорить о том, каким образом мы можем дальше развивать там, в социалистическое направление, значит, в Беларуси, мы не имеем такой возможности. Так как и было в России в 1917 году. Сначала буржуазная революция. Да? И мы буржуазную революцию, ту, которая, ну, мы условно так называем это революцией, да, сегодня в Беларуси, но мы ее поддерживаем. И наши люди с нашими красными флагами партийными, значит, участвовали в мероприятиях во многих городах, в Минске в том числе. И наши люди, так скажем, получали и штрафы, и сутки отсидели, и члены Центрального комитета наши, значит, прошли простюрмы в этом. То есть это тоже наше. Но мы видим, что вот за этой буржуазными преобразованиями, которые необходимы однозначно Республике Беларусь, мы потом будем требовать и говорить с людьми о социалистических вещах, о социалистической повестке дня. Но это только после того, когда пройдет вот эта вот так называемая буржуазная революция. Ведаеце, вось гэтыя адсылкі к 17 году, как-то вот, а потым бальшавікі бяруць вінтоўку Мосіна і ідуць даказваць, што яны ўсё ж таки бальшавікі, а не, як казалось, меньшасць іх была в установчым сходе. Ну, во-первых, так скажем, мы сегодня не большевики, мы нормальные марксисты, значит, нормальной европейской партии. И поэтому, и вообще я считаю, что в данной ситуации, во всяком случае в Европе, невозможны какие-то революционные, военные или, так скажем, связанные с военными какими-то переворотами и революцией. Это невозможно. Но то, что мы будем пытаться и будем работать на то, чтобы наша республика, наша страна, значит, повернулась и развивалась в социалистическом направлении, ну, это наша программа. Это наша программа. И если пройдут вот эти вот буржуазные преобразования, то есть, а это, допустим, одно из, так скажем, достижений буржуазной революции – это свобода слова, свобода собраний, митингов там, и так далее, свобода СМИ. Значит, и мы будем иметь возможность говорить с людьми. Это свобода выбора, свободные выборы. И там уже люди будут решать, какую как бы, модель дальнейшего развития Республики Беларусь будет.
будет. Или это будет консервативное, там, либеральное, или это будет социалистическое развитие. Как люди решат, так и будет. Если пройдут честные, справедливые выборы в парламент, который по нашему видению конституционной реформы должен стать единственным органом, значит, который может принимать законы и единственным законодательным органом в Республике Беларусь, значит, и если наши представители будут в этом парламенте, мы будем там бороться за то, чтобы те законы, которые будет принимать парламент, они учитывали нашу позицию, нашу социалистическую позицию, вещи, как мы видим, должны развиваться, а это уже как примет парламент. Уже, если там у нас не будет как бы возможности отстоять свою позицию, значит, будем дальше работать. Это все нормально, это нормальная парламентская работа, это работа с людьми. Для того, чтобы попасть в парламент, ведь за нас должны проголосовать люди, значит, наши сторонники, их должно быть много. Значит, сколько их, мы сейчас не знаем, потому что социологических исследований никаких нет. И то, что выдает там иногда службы, значит, президентские рядом, это все... Верить этому нельзя, а независимых исследований тоже нет. Поэтому сегодня трудно сказать, значит, каким образом и сколько граждан Беларуси поддерживают, значит, ту или иную модель развития Беларуси. А вот при честных выборах, при конкуренции, которая будет при честных выборах, значит, мы увидим, что да, сегодня белорусы поддерживают, условно, так скажем, там, либеральную какую-то модель, и мы дальше будем работать с людьми до следующих выборов, доказывать им, показывать, что мы предлагаем, увеличивать количество своих сторонников и таким образом добиваться выполнения своей программы. По-другому нет, винтовки сейчас не возьмешь. Ну, дякую Богу, хоть на этом. Спадар Валерый, может быть, крыху не по теме, просто цікава ваша позиция. Там других левых, там, скажем, Барысова ці Кучука з партыі зялёных, меркаванне на гэты конт я ведаю. Цікава вось партыі «Справедливый свет». Як вы ставіцеся да гэтай ініцыятывы принять закон о признании экстремистским национальной символики бело-червоно-белого стяга? Ну, опять же, я скажу свою позицию, потому что позиция партии у нас не принималась по этому вопросу. Значит, моя позиция, что такого закона принимать нельзя, ни в коем случае. Я неоднозначно, так скажем, отношусь к бело-червоно-белому стягу, но я считаю, что это историческая вещь, это история давняя и не очень давняя и так далее. И вот топтаться по этой истории как-то, наверное, все-таки это нехорошо. Значит, и если сегодня это не государственный флаг, который там был в 91-94 годах, да, то это все-таки не с неба свалившийся. Это люди, белорусы, наши граждане под этим флагом все-таки добивались каких-то успехов. А то, что, значит, был использован этот символ во время Великой Отечественной войны, да, это плохо, но это не ставит крест, что сегодня, как государственная пропаганда говорит, что вот если ты уж червоно-белый стяг поднял, так ты уже полицай. Ну, это просто вот кондовая, совершенно такая тупая, я бы не побоюсь этого слова, значит, пропаганда со стороны, значит, государственной власти и средств массовой информации их. И, так скажем, насильно заставить полюбить сегодняшний флаг красно-зеленого, я к нему нормально тоже отношусь хорошо, но невозможно. И то, что сегодня везде повывешивали, значит, эти государственные флаги, это не даст больше, так скажем, людей, которые будут к этому привержены. Поэтому нельзя загонять вот такие вот вещи в какую-то безвыходную позицию. Принятие этого закона ведь не уменьшит количество людей, которые за бело-червоно-белый стяг. Не уменьшит, а, на мой взгляд, увеличит. Поэтому мне кажется, что ни в коем случае нельзя такие вещи делать. Значит, и вообще запрет на использование бело-червоно-белого, значит, стяга вот во время протеста, вот сейчас вот он только добавил ему, только добавляет. И вот эти вот кондовые, еще раз повторяю, вещи, которые делает власть, они не дадут того эффекта, на который они рассчитывают. Они дадут обратный эффект. И это уже видно. Поэтому
просто вот это вот, еще раз повторяю, вещи, которые, ну, нельзя сиюминутно, исходя из вот сиюминутной какой-то политической цели, значит, делать исторические вещи, так скажем, закладывать вот такие вещи исторические, как бы мы к этому ни относились, значит, и на этом самом, значит, еще раз, значит, противопоставлять одну часть граждан Беларуси другой части. Ведь, ну, давайте признаем, и власти это признают, что да, много белорусов, опять же, мы не знаем точно сколько, разные социсследования по-разному говорят, да, но уже как бы мы видим, что очень большая часть белорусов, значит, они очень хорошо, так скажем, нейтрально, значит, очень хорошо относятся к червоному белому стягу. Поэтому, ну, просто это... Заканчивая ответ на этот вопрос, скажу, ну это просто глупость. Вот делать такие вещи, которые пытается делать власть. Думаю, что все-таки хватит ума, зная, вот все-таки они знают какое-то более-менее реальное положение дела и отношение к флагу, и, значит, и исторические вещи, которые все-таки ученые говорят. Я думаю, что власть как-то додумается и потихоньку спустит это на тормозах. Ну, поглядзім. Калі вы ўжо загаварылі пра вот это вот аб'яднанне, раз'яднанне грамадства, што на гэта працуе, зараз наш ж год народнага адзінства, нават плануюць нейкае святочны дзень народнага адзінства, там ёсць прапанова 17 верасня прызначыць такім днём. Для ўзмацнення народнага адзінства там прапануецца там аўтапрабег правесці, там нешта там яшчэ там такое. Як вы думаеце, вот зробяць, прызначыць святочны дзень, правядуць аўтапрабег, нешта там яшчэ такое правядуць, і імгненна настане шчаслівае народнае адзінства ў краіне? Ну, вся ситуация в том, что сегодня этого единства нет. И это все понимают и видят. Значит, неважно сейчас, какие доли, значит, граждан, или много, мало, значит, но этого единства нет. И просто назначение, так скажем, или признание какого-то дня, там, днем единства, значит, оно, на мой взгляд, наоборот. Это будет день разъединения, если это, допустим, назначат. Независимо от какой это будет день, там, 17 сентября или какой-то другой. Ведь нельзя указом, декретом, там, законом, я не знаю, еще чем-то, значит, установить вот единство в обществе. Должны быть проделаны многие вещи, чтобы люди почувствовали себя, значит, едины в своем стремлении к развитию в каком-то направлении страны, в своем участии в этом и так далее, и так далее. Значит, ну, скажем так, всегда во всех странах есть люди, довольные властью, есть люди, недовольные властью. И это нормально. Но это же не означает, что те, кто сегодня властью недоволен, их нужно всех ну, оштрафовать, посадить, избить, никуда не пускать, уволить с работы. Ведь ну, это просто не просто глупость, это уже вообще антигосударственная политика, когда людей, врачей, учителей, ученых, значит, не продлевают контракты, увольняют с работы, спортсменов, значит, увольняют с работы только за то, что они имеют свою позицию, свою оценку, свое видение Беларуси, отличное от видения сегодняшней власти. Это просто антигосударственная политика. Потому что это же специалисты, они работают на государство, на людей. И на государство в том числе. И поэтому говорить о том, что вот призначить там день, единый день, где единство, где все сольются в объятиях и любви, ну это просто невозможно. И даже, так скажем, назначение или признание этого года годом единства, но для того, чтобы этот год стал действительно каким-то, ну, не то что, ну, хоть какие-то шаги сделали к этому единству, но их нет. И пока мы их не видим вообще. И пока власти не
не сделали ни полшага, ни капли шага, так скажем, для того, чтобы каким-то образом попытаться, значит, вот это вот, идти к этому единству. Поэтому мне кажется, что это невозможно, и это не тот метод и не не то видение, как можно нацию, значит, более или менее, значит, соединить, чтобы она чувствовала вот какой-то, была единой. Значит, сейчас она не едина, это однозначно, это видим и мы, и видит, и власть видит, но те, как бы, методы, ну, их даже нельзя назвать, как бы, методами, но те, как бы, заходы, которые пытается делать власть, они еще больше, значит, на мой взгляд, значит, вот разрыв между частью между белорусами, он еще больше усилится. Ну што ж, сапраўды, тут пагаджуся. Я думаю, што ніякі дзень народнага адзінства, як святочны дзень, на гэта народнага адзінства не дадаць, бо такія намінальныя дні, ёсць ж у нас дзень там Беларусі і Расіі, народаў аб'яднання другога там нейкага там месяца, я нават не памятаю, як ён дакладна называецца гэты дзень. Вот вам і святочны дзень, а толку? Тое ж самае будзе і тут, ніякага адзінства. Ну што ж, я яшчэ раз нагадаю, што 7 лютага ў Мінску пройдзе другі форум левых дэмакратычных сіл. І вось удзельнік форума, будучы, быў у нас сёння у гасцях намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет». Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.